Дом, который построил сам. Проблемы индивидуального строительства. Непаханная целина проблемы или правовое поле. Как не попасть в зону ограничения строительства. Как не оказаться в тупике и избежать коррупционных схем при покупке и оформлении земли и дома. Сегодня эти вопросы мы обсуждаем в программе «Татарстан без коррупции». В студии Светлана Спирина. Здравствуйте. И все вопросы этой достаточно болезненной темы мы обсуждаем сегодня с нашими гостями. Это Айрат Эльдарович Хайруллин, главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Добрый вечер. Здравствуйте. Ильшат Сахапович Гимаев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Добрый вечер. Артур Ирикович Галиев, первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Здравствуйте. И Ирина Витальевна Дябилкина, начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Приветствуем вас. Добрый вечер. Так, и я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Мы предлагаем включиться в обсуждение всем телезрителям нашей программы и предлагаем ответить на следующий вопрос. Звучит он так. Жизнь в индивидуальном доме. Первый вариант ответа: въехал в дом, забот не знаю. Второй: проблемы возникли, решаю сам. И третий: ищу связи для решения вопросов. Итоги интерактивного голосования мы подведем в конце программы. А вот почему мы взялись за эту тему, насколько она масштабна. Казалось бы, большинство городского населения проживает в квартирах, но цифры по объемам вводимого в эксплуатацию жилья нашу редакцию несколько удивили. Итак, в прошлом году сдано в эксплуатацию более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Это и многоквартирное, инвестиционное жилье, и индивидуальное строительство. В программе на 2020 год, вот мы видим сейчас это на графике, частные дома будут и вовсе на лидирующей позиции. Предполагается, что будет построено 1 миллион 388 тысяч квадратных метров. И от поражения многоквартирное строительство спасает только поддержка соципотечных домов. При возведении индивидуального жилища каждый отдельный гражданин, по сути, становится первопроходцем в оформлении различных разрешений и регистраций. И тут, наверное, вот важно, кто возьмет его за руку и приведет по различным инстанциям. Айрат Эльдарович, наверное, в этой ситуации вопрос к вам. По итогам прошлого года сфера земельных отношений, операций с землей лидирует в списке коррупционных преступлений. Если не ошибаемся, таких выявлено 124. На ваш взгляд, насколько велики коррупционные риски в сфере индивидуального жилищного строительства? Хочу начать с того, что в текущем году начинаем новый цикл передач по правовому просвещению населения в сфере противодействия коррупции. По согласованию с президентом Республики Татарстан государственную программу реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2022 годы включено проведение таких передач, которые разъясняют население о коррупционных рисках, о том, как не попадать в такие ситуации, или же как поступить в случае, если в такой ситуации оказались. Сегодня вот как раз-таки в этом году первая передача, она посвящена вопросам в области индивидуального жилищного строительства. Почему же вынесли вот именно эту тему? В аппарат президента Республики Татарстан поступает множество обращений граждан, связанных с отсутствием инфраструктуры как в коттеджных поселках, так и в индивидуальных домах. Люди покупают земельные участки у инвесторов, получается, что эти строят дома на сельхозземлях, и получается, что инвестор, покупая такие земли за низкую стоимость и потом уже продавая людям за более высокую стоимость, не всегда озабоченными вопросами проведения наличия инфраструктуры. А в связи с этим президентом Республики Татарстан дано поручение проработать вопрос о возможности участия инвесторов в обеспечении инфраструктуры при переводе земельных участков с категории сельхозназначения на земли населенных пунктов. Связано с тем, что возникают вопросы касаемо проведения коммуникации, строительства социальных объектов, поскольку все это время потом ложится на плечи власти. Отвечая вот и непосредственно на поставленный вопрос, могу сказать, что, к сожалению, говорить об отсутствии коррупционных рисков в сфере индивидуального жилищного строительства не получается. Есть люди, которые, покупая земельные участки, попадают в заложники в чьих-то коррупционных схем. В республике за прошедший год расследован ряд уголовных дел в сфере землепользования. Это начиная от незаконного отчуждения муниципальных земель с изготовлением фиктивных документов, вплоть до двойных продаж одних и тех же участков разным людям.
Хорошо, спасибо. Мы провели интернет-опрос в социальной группе ВКонтакте нашего телеканала. И вот каковы результаты. Для строительства собственного дома необходимо, как ответила наша аудитория, интернет-аудитория, только разрешительные документы и деньги на строительство. Так считают большинство, 45% опрошенных. 35% участников голосования считают, что слишком много проблем с частным домом, проще жить в квартире. И всего лишь 20% сказали, что нужны связи с нужными людьми и большие деньги. То есть, в общем-то, интернет-аудитория определенные коррупционные риски не подтвердила в нашем опросе, хотя мы, честно говоря, ожидали, что там будет другие варианты ответа. Посмотрим, как ответят телезрители. Ну и сейчас главное, с чем может столкнуться индивидуальный застройщик, конечно, это земельный вопрос. Мы сегодня это говорим. Это самый коварный и самый сложный. И предлагаю сразу определиться, земли каких категорий и видов разрешенного использования могут быть и где и что можно строить. Именно на это необходимо обратить внимание, если вы решили построить дом. Итак, сейчас нам график вот как раз выделяют. Итак, земли сельхозназначения для фермерских нужд, крестьянского подсобного хозяйства может быть выдано разрешение на строительство дачи, но на территории садоводческого общества. Земли ЛПХ личного подсобного хозяйства могут быть как в границах населенного пункта, так и в поле. Можно построить один дом, гараж, баню. И ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, наиболее востребованная категория, которая находится внутри населенных пунктов. Вот как уже на этом этапе не совершить ошибки? Ведь поиск и выбор начинается с сайтов объявлений и рекламы агентств недвижимости. Здесь, на этом этапе, как контролируется предложение? Этот вопрос, Артур Эрикович, мы, наверное, адресуем вам. Возможно ли на этом этапе максимально избежать всех ошибок в дальнейшем? Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Несомненно, очень большое количество предложений сейчас у нас на рынке. Как известно, спрос рождает предложение, очень много желающих строиться. И, естественно, можно попасть в некую ловушку. И предупрежден, значит вооружен. Соответственно, есть ряд способов, механизмов, которые любой человек может использовать и проверить земельный участок, который он хочет приобрести. Ну, в первую очередь, это, естественно, заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Его ведение этого реестра осуществляет управление Росреестра. Есть несколько вариантов заказа таких выписок. Это обращение личное в управление Росреестра, либо в один из центров многофункциональных услуг, которые у нас по всей республике расположены. Либо сейчас предусмотрена возможность сделать это путем направления запроса через единый электронный портал. Выписка из игры, она включает в себя полную характеристику о земельном участке, его описание, характеристики, сведения о зарегистрированных правах, о собственнике, сведения об имеющихся ограничениях, обременениях. Далее, есть случаи, когда ограничения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в некоторых случаях они на стадии внесения. Здесь помощником является тоже ресурс управления Росреестра, это публичная кадастровая карта. Она есть в открытом доступе, там можно управлять слоями, видеть внесенные ограничения, обременения, характеристики, конфигурацию участков. Далее, в каждом муниципальном образовании формируется, ведется единая база системы градостроительной деятельности. В Казани она, это ИСОГД так называемая, да, то есть Ремталь подтвердит, очень много запросов приходит. Исполком Казани дает исчерпывающую ситуацию о градостроительной ситуации по данному участку. В муниципалитетах эти системы тоже есть. Тоже можно направить запрос и получить ответ. Далее, как вы уже сказали, про категории земельных участков. У нас есть 7 видов категорий, начиная там от земель сельхозназначения, заканчивая землями запаса. Естественно, на землях населенных пунктов это самая распространенная категория. Основное строительство жилья осуществляется на участках данной категории. Есть у каждого муниципального образования генплан, это генеральный план развития данного сельского поселения. Они тоже размещены в открытом доступе. Каждый человек может зайти на федеральную государственную информационную систему, она есть в открытом доступе, доступ бесплатный, и посмотреть схему сельского поселения, в котором, или населенного пункта, в котором он хочет купить земельный участок. Там отражены все обременения, планируемое строительство, существующее строительство, объекты, такие как кладбище, скотомогильник, всех охранных зон и прочее. В принципе, это вот перечень механизмов, которые любой человек в открытом доступе и при
отращиванием минимальных усилий может получить и изучить. Ну, даже вы сейчас рассказывали, это порядка 4, да, как минимум, карт, сайтов и так далее, куда человек должен зайти. Все-таки это нужно знать. Это не знает каждый, кто сегодня решает это строить. Вообще не обсуждался вопрос действительно чего-то единого? Нет, не было такого какого-то единого окна, портала, мобильного приложения, возможно. Ну, потому что действительно 4 сайта как минимум, в которых надо разобраться, получить, и надо знать, что обратиться в 4. Здесь вот я могу ответить, что вот как подсчитали специалисты, жизненная ситуация по строительству дома от идеи до его ввода в эксплуатацию занимает до 93 личных визитов. Ну, так подсчитали. 93? 93 визита, да. И если это приравнить к времени, то получается 279 часов личного времени. Чтобы сократить сроки предоставления услуг в сфере строительства, в 2020 году Министерство цифровизации совместно с Минстроем и главгосэкспертизой России планирует запустить ресурс, который называется «Я строю». Это обеспечит прозрачность процедур, а также сроки предоставления услуг. Как вот было отмечено на итоговой коллегии Министерства цифровизации, проект направлен на упрощение процесса, получение разрешений, на постановки на учет и подключение к ресурсоснабжающим организациям. Перевод вообще и муниципальных услуг в электронный вид сократит, во-первых, количество взаимодействий застройщиков с органами власти, учреждений, с которыми согласуют документацию, тем самым снизятся и административные барьеры, конечно же. Я просто не представляю, как 297 часов, вот честно, провести на предварительном этапе до того, как начать строить дом или приобрести землю. Артур Ирикович, вот здесь мы сейчас давайте еще попробуем договорить, что часто продажа – это не только ответ на спрос рынка, да, а часто все как продажа ресурса, который, может быть, у собственника изъят. Да, мы же понимаем, что речь идет в этой ситуации, что большинство продаваемых земель имеет категорию земель сельхозназначения. Вот, в принципе, риэлторы это не скрывают. Обещают, что это будет легко, мы легко переведем из земель сельхозназначения в ИЖС, в другую категорию. Вот как происходит этот перевод? Это реально осуществить? Вот то, что говорят на данный момент риэлторы. Что да, без проблем, сегодня вы купите за 100 рублей вот эту сотку, завтра переведете в ИЖС и получите и даже доход, да, в 1 000 000 рублей. В части перевода я считаю, что здесь надо разграничить несколько понятий самого перевода. Есть перевод земель из земель сельхозназначения в земли промышленности. Он осуществляется в соответствии со 172-м федеральным законом о переводе. Есть внутренние регламенты, они размещены все в открытом доступе, в том числе на нашем сайте. Пакет документов, который собирается для перевода из земель сельхозназначения в земли промышленности, он несколько отличается от того, который нужен при включении земель в границы населенных пунктов. Вот эту часть мы называем переводом, а часть, когда из земель сельхозназначения образуются участки земель населенных пунктов, это так называемая процедура включения земельного участка в границы населенного пункта. Фактически вносятся изменения или утверждается новый генеральный план сельского поселения. Земли, которые до этого были за границей сельского поселения, теперь они включаются в границы сельского поселения. Процедура несколько иная, она начинается от обращения в орган местного самоуправления с предложением о переводе своего земельного участка. Муниципалитет осуществляет подготовку данных изменений, подготовка генерального плана. Это довольно трудоемкая процедура, она связана с очень большим количеством данных, цифр, технико-экономических показателей. То есть нельзя просто перевести участок, надо просчитать сначала, как жилье, построенное на этих участках, планируем, будет влиять на инфраструктуру и на состояние района или населенного пункта в целом. Такая работа в республике, несомненно, проводится. Есть ряд согласующих министерств, участвующих в этом мероприятии. И, как я уже говорил, есть портал, это Федеральная информационная система градостроительной деятельности. Да, там можно зайти и можно найти генеральный план своего сельского поселения, который интересует, и посмотреть, на какой он стадии сейчас. У него стадия утверждена, значит, вот он утвержден. На сегодняшний день эти земли являются землями такой-то категории. А если есть какие-то планы по включению в границы, то, соответственно, там уже должен быть размещен проект. А если ничего нет, я отказываюсь от сделки, да? Ну, если ничего нет, то, соответственно, речь как раз идет о конкретном запросе муниципального образования. Может быть, оно в разработке, но пока еще не размещено на данном ресурсе.
Хорошо, я хочу напомнить нашим телезрителям, что сделки с недвижимостью проходят в Росреестре. В прошлом году было принято 2746 решений о приостановлении регистрации прав на недвижимость. Впрочем, это меньше, чем 0,5% от всех сделок. Сейчас мы озвучим наиболее частые причины. Договор не содержит информации об обременениях, ограничениях на охранной зоны. Земельный участок отчуждается без объектов, на нем построенных, права на которые зарегистрированы. Есть судебное ограничение или арест имущества. Еще веская причина – сделка не удостоверена у нотариуса или продается участок, принадлежащий несовершеннолетнему или недееспособному гражданину. Айдар Ильдарович, насколько нам известно, сегодня вот опять мы обсуждали необходимость и коммуникацию с муниципалитетами. Часто, да, перевод земли связан с коррупционными рисками. Вот насколько помощь иногда такую оказывают, ну, в кавычках, сами муниципалитеты? Ну, действительно, как вот сейчас было отмечено о том, что при переводе категории земель с одной категории на другую, то есть тут вот вообще этими вопросами занимается Кабинет министров, да, данная процедура, она достаточно длительная, предварительно проходит согласование в нескольких министерствах, получается. Вот касаемо муниципалитетов, то коррупционные риски здесь могут возникать, например, как вот было сказано, при включении участков границ населенных пунктов или же при выдаче разрешенного вида деятельности. Вот в качестве примера, допустим, могу привести такой пример, что в ходе работы экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в Балтасинском районе был выявлен факт строительства на сельскохозяйственной земле дома пчеловода. Ну, на самом деле это был особняк, который вот по своим масштабам трудно ассоциируется как-то, да, с производством меда. Так, уголовное дело, как я понимаю. Ну, далее в правоохранительные органы передали материал, да, конечно. Еще есть интересные дела? Ну, пока, наверное. Вообще, это учитывая, что да? это все-таки преступления, нарушения, связанные с землепользованием, все-таки это латентные такие, да, нарушения. В связи с этим... Ну да, всем нужно скрыть. Да, всем нужно скрыть. Никто не хочет об этом поговорить, пока не столкнулся с проблемами в дальнейшем. Все верно. Да. Для телезрителей вот была заставка про земли для личного подсобного хозяйства. Закон о личном подсобном хозяйстве, он предусматривает такой вид разрешенного использования, конкретно для личного подсобного хозяйства, для земель двух категорий. Для земель сельхозназначения и для земель населенных пунктов. Если на землях населенных пунктов возможно строить, как вы уже сказали, да, объект недвижимости, баню, сарай и прочее, то на землях с видом разрешенного использования ЛПХ, но с категорией земли сельхозназначения, строить ничего нельзя. То есть категорически есть запрет в законодательстве. Он используется лишь для полевых нужд, для посад, для растениеводства или сельхозработ. Просил бы обратить внимание на это, телезрители. Хорошо, спасибо. И я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Включайтесь в обсуждение вместе с нами. С чем еще могут столкнуться покупатели участков, те, кто уже построился, или те, кто покупает готовый дом? Наш сюжет мы снимали в поселках Казани. Герои репортажа переживают, что у них произойдет изъятие участков, это неминуемо, либо их ограничат в их использовании. То есть попросту они не смогут строиться. На что обратить внимание при покупке, чтобы не оказаться в такой ситуации? Предлагаю посмотреть наш сюжет. Жизнь на склоне на улице Латышских Стрелков покатилась под откос в ноябре прошлого года. Тогда стало известно, вдоль проспекта Универсиады город планирует создать зеленый буфер от загруженной дороги. Здесь планируют разбить сквер и проложить велосипедные дорожки. При строительстве дома, естественно, я, как законопослушный гражданин, узнавал, где можно строить, то есть зона строительства и так далее. То есть мы не попадали под красные линии. Земля частная принадлежит членам садоводческого товарищества «Любитель», самому СНТ более полувека. Большая половина из 157 участков действительно заброшены, но стоят 43 дома, и в половине из них постоянно живут люди. Дома зарегистрированы, у них есть адрес, а у жильцов прописка. Больше никакого жилья собственности нету. Компенсацию жителям пообещали в размере объективной рыночной стоимости домов, но на серьезные суммы никто из них не рассчитывает. Земля СНТ, больше денег вложено не в дома, а закопано в сваи и опорные стенки. В случае несогласия домовладельцы могут только назначить новую экспертизу. А это другая часть одноэтажной Казани. Жилой массив «Большие Клыки». Сторожилы улицы здесь в середину 90-х.
земельные участки наши были приобретены, когда никаких красных линий не было. 1,5 года назад здесь должны были провести дорогу для жителей, выросших по соседству высоток, а несколько домов снести. Их отстояли, от строительства дороги крупный застройщик как будто бы отказался, а вот ограничивающие линии остались. Новоселы о проблемах узнали только от соседей. Когда ипотеку брали, банк проверил это, все документы проверил, и все нормально, все, никаких загвоздок, ничего не было. Вот сейчас только узнали, что проходит красная линия. Сейчас хочу привести дом в порядок, кое-что подремонтировать, добавить к нему, а мне из-за красной линии не дают разрешения. Над одним из частных домов развивается сразу 2 государственных флага. Надежда жителей улицы теперь на принятие генплана Казани. Ирина Витальевна, явно вопрос к вам. Да, как бы вы прокомментировали этот сюжет? В каких случаях муниципалитет может изъять землю под свои нужды? И в каких случаях дом может быть признан незаконной постройкой? Я хочу прокомментировать прежде всего тот сюжет, который здесь показали. Здесь показали СНТ «Любитель», который находится вдоль проспекта Универсиады от улицы Даурской до улицы Танковая. На сегодняшний момент развитие города не предполагает того, что практически в центральной части города будут оставаться СНТ, садовые товарищества. На сегодняшний момент там хаотическая идет застройка, а город хочет видеть там комплексное благоустройство, город хочет видеть там рекреационную зону. Поэтому и в новом генеральном плане, и в проекте планировки сейчас здесь закладывается сквер, благоустроенный сквер. Если в сквере там будут заложены дороги, и если их дома попадут под эти дороги, то здесь стандартная, предусмотрена законом процедура изъятия, то есть по оценочной стоимости, фактически по рыночной стоимости этих зданий. Но это было СНТ, люди, пользуясь амнистией, построили, как мы видим, капитальные дома. Наверное, какие-то риски они в связи с этим взяли на себя, потому что сохранение в этой части, где это правительственная трасса, скажем так, где приезжают все наши гости, которые едут с аэропорта, сохранение СНТ нелогично на сегодняшний день. По второму сюжету тоже очень интересный сюжет и очень большая история в этой территории. С красной линией. Смотри, это даже не совсем красная линия. По действующему генеральному плану, который был утвержден в 2007 году, это поселок Малые Клыки, там планировалась дорога Костина, улица... Между частным сектором и высотками, да? Да, планировалась эта дорога. Проектом планировки эта дорога тоже планировалась. Но жители настолько выступили против реализации этих проектов по дороге, что при разработке нового генерального плана к их мнению прислушались. То есть приняли решение, что если жители там не хотят дороги, значит дороги там не будет. Но на сегодняшний момент у нас есть утвержденный проект планировки с этой дороги в соответствии с действующим генеральным планом, где наложены красные линии. И пока мы не примем новый генплан, где уберем эту дорогу, мы потом несем изменения в этот проект планировки и уберем красные линии. Просьба просто набраться какого-то терпения немножечко, и этот вопрос решится. Потому что вот такая ситуация градостроительная сложилась по этой территории. Вот так развивается Казань, но все-таки давайте ответим достаточно, может быть, и тезисно. В каких случаях дом может быть действительно признан незаконной постройкой, в каких случаях муниципалитет может изъять землю под собственные нужды? Дом может изъять в случае, если здесь будет строиться дорога. Только в этих случаях? А в каких случаях незаконной постройкой? Незаконной постройки здесь может быть разные ситуации. Если должным образом не оформлен земельный участок, если должным образом, скажем, как на сегодняшний день, не получены разрешительные документы на строительство этого дома, если грубо нарушены градостроительные нормативы.
На сегодняшний день, если строится индивидуальный жилой дом, должно быть уведомление о планируемом строительстве. Если вот это уведомление поступило в управление градостроительных разрешений и, скажем так, то пятно застройки и те строительные намерения удовлетворяют всем действующим нормам, то дается разрешение, и человек может уже спокойно дальше строить. Вы замечаете сейчас какой-то рост по количеству обращений с уведомлениями? Конечно. Очень большой рост, потому что до 2016 года можно было узакониваться по, так скажем, по амнистии, потом законодательство поменялось, и, естественно, пошло очень много обращений. Где-то в месяц доходит в градостроительное разрешение до 800 обращений, может быть, в месяц. Хорошо, а вы на что порекомендуете обращать внимание при покупке и оформлении участка? Вот какие справки запрашивать? Ключевые у вас? Что самый главный документ? В принципе, прежде всего, вы уже сказали, проверить сведения из Единого государственного реестра, что категория земель позволяет здесь строить индивидуальный жилой дом, что есть разрешение, именно вот такой вид разрешенного вида использования. Дальше надо проверить все ограничения. Я бы тоже хотела людям немножечко подсказать. В принципе, если у вас есть время и желание в этом вопросе разобраться, даже на сайте Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета города Казани выложено очень много материалов. То есть у нас размещен генеральный план города Казани, у нас размещены градостроительные регламенты, которые говорят, что на этой территории какие виды разрешенного использования возможны. У нас размещены местные нормативы градостроительного проектирования, у нас размещены правила землепользования и застройки, у нас размещены все проекты планировки, которые утверждены в городе Казани и которые только планируются к утверждению. Я понимаю, что документы, наверное, сложные для восприятия, но если идет такая дорогостоящая покупка, то, наверное, стоит их посмотреть. И также я тоже рекомендую, в принципе, пожалуйста, приходите в управление архитектуры и градостроительства. То есть мы проконсультируем по существующему генерплану. Мы проконсультируем по проекту генерального плана, который мы планируем принимать. Мы проконсультируем по проекту планировки, что здесь планируется. И все те данные, которые есть ограничения в нашей базе управления архитектурой и градостроительства, мы скажем, что здесь, вот, например, водоохранная зона, здесь нельзя будет поставить то. Мы скажем, что, например, это санитарно-защитная зона скотомогильника. Здесь какие-то ограничения есть вертолетного завода, КАПО и так далее. То есть мы вот эту информацию дадим. А когда вы покупаете, вот что порекомендую. У нас бесплатная совершенно муниципальная услуга называется получение градостроительного плана земельного участка. Когда собственник может нам подать вот эту заявочку, и в этом градостроительном плане земельного участка в соответствии с действующими градостроительными нормами будет показано пятно застройки. То есть оно показывает, что какое расстояние от боковой границы земельной, от передней, от задней границы, показывает все инженерные сети по этому участку и показывает все ограничения, которые накладывают. Поэтому, когда вы покупаете у собственника земельный участок, попросите, чтобы он вам предоставил вот это ГПЗУ, и вы тогда увидите, что да, вы можете реализовать свои намерения. А для собственника это бесплатная процедура, по которой может эту справку получить. Хорошо, спасибо, Ирина Витальевна. Мы прервемся на несколько минут на рекламу. Не переключайтесь, дальше продолжим. Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, что это программа «Татарстан без коррупции». Сегодня с гостями в нашей студии мы обсуждаем, как правильно купить землю, чтобы построить правильно дом, и чтобы обойти все коррупционные риски, и чтобы не остаться без своей недвижимости. И сейчас мы продолжим. Я напомню телезрителям, что можно дозвониться к нам в студию. Мы работаем в прямом эфире. Это телефон 554-56-10, код Казани 843. Также включайтесь в интерактивное обсуждение. Мы предлагаем ответить на следующий вопрос. Жизнь в индивидуальном доме. Первый вариант ответа: въехал в дом, забот не знаю. Второе: проблемы возникли, решаю сам. И третье: ищу связи для решения вопросов.
Так, и вот на данный момент мне подсказывает наш режиссер, что на данный момент в интерактивном голосовании идет третий вариант ответа, ищу связи для решения вопросов, 62%. 31 проголосовавший на данный момент говорит, что проблемы возникли, решает сам. И всего лишь 6% говорят, что въехали в дом забот. Не знают. То есть... Так, и мне подсказывает, что у нас есть звонок в студию, и мы готовы выслушать вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Гульнара Фаритовна Колганова, жительница Танкодрома. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Вот недавно был сюжет про наш танкодром, и Ирина Витальевна сказала, что наш холм от танкового до Узка является въездными воротами города Казани. Вопрос. Почему соседние холмы, которые также являются въездными воротами города Казани, не переделываются, не перестраиваются под скверы, а только наш склон? И я житель соседей многоэтажки, и мы против дороги, которую они планируют построить. Нам дорога эта 9 метров шириной не нужна на крутом склоне. Надо как-то учитывать мнение жителей, которые тоже этого любитель. Они готовы облагородить склон, но такими некардинальными мерами. Такой вопрос. Стоило, наверное, ожидать звонков, да? Да, потому что стоило ожидать звонков. Я хочу сказать, что встречались с жителями и, скажем так, в администрации района. Жители инициативно приходили и в управление архитектуры и градостроительства. Мы делали встречу жителей с разработчиком проекта планировки, который делается на эту территорию. Разработчики проекта планировки вместе с жителями выходили на территорию, изучали эту территорию, изучали прохождение вот этой дороги, которая там планируется. Сейчас материалы в работе. То есть проект планировки, он в работе, в обсуждении с жителями. Ищем варианты, к чему придем, пока вот... А про какие холмы соседние говорят? Я думаю, что там, где Аметьево и так далее, но там исторический ЖС было, то есть там СМТ не было. То есть это не было садоводческим товариществом, да. Поэтому интерес возник именно к этой земле, да? Да. Артур Юрьевич, в связи с этим вот такой вопрос, а как часто вот назначение земель может меняться вот по нуждам муниципалитетов? Вот здесь сейчас принято решение, да, о создании нового общественного пространства. Как часто это происходит? Каким полномочиям эта ситуация наделены муниципалитеты? Ну, как я уже говорил, назначение земель, категория, процедура. Про процедуру я вкратце рассказал. Происходит зачастую изменение назначения земель и внутри населенных пунктов, внутри сельских поселений. Здесь регламент несколько другой. Существует генеральный план сельского поселения, существует правила землепользования и застройки поселения. Они должны между собой коррелироваться, они должны иметь общие границы в рамках функциональных зон, которые установлены в том или ином документе. Внутри правил землепользования и застройки, соответственно, есть граница разделения функциональных зон внутри населенного пункта. Внутри, соответственно, функциональной зоны может быть целый ряд, иногда доходит до 40-50 видов разрешенного использования, допускаемых в данной функциональной зоне. Эти виды подразделяются на основные, вспомогательные, условные. Основные виды разрешенного использования собственник земельного участка может пойти в одностороннем порядке, взяв справку из органа местного управления о конкретной зоне, пойти в управление Росреестров, в кадастровую палату, подать заявление и поменять вид разрешенного использования внутри основных видов разрешенного использования. Если речь идет уже о вспомогательных, условных, здесь уже включается механизм слушаний. То есть нельзя просто так взять, пойти и поменять. Надо пройти слушание, потому что соседи, жители могут быть против установления конкретного вида разрешенного использования, находящегося в условном наборе. Ну вот пример, да, сейчас? У нас были общественные обсуждения. То есть вот проект планировки был на общественное обсуждение. Жители в рамках общественных обсуждений выступили со своей позицией. Естественно, в рамках общественных обсуждений начались обсуждения всех этих вопросов. То есть любое перезонирование, получение условно разрешенного вида, оно требует на сегодняшний момент. У нас это общественное обсуждение, которое проходит в городе Казани. Есть еще форма публичных слушаний в зависимости, какой документ принял, скажем так, тот или иной муниципалитет.
мы проводим электронные общественные обсуждения. Ну, Артур Яковлевич, вот можно сказать, что увеличилось количество изъятия, перевода земель муниципальных, да, изъятия муниципалитетами земель? Есть такое, что города развиваются, меняются, создаются новые генпланы, это просто реалии современного Естественно, времени? на генеральные планы постоянно меняются по всей республике, постоянно идет обновление, постоянно устанавливаются новые требования к этим генеральным планам, постоянно у муниципалитета возникают новые нужды, потребности в размещении каких-то социальных объектов, в развитии, увеличении территории населенных пунктов. Эта процедура рабочая, движение идет постоянно. Здесь хотелось бы отметить про изъятие, я продолжу. Изъятие тоже не носит односторонний, безусловный характер. До изъятия, соответственно, по законодательству необходимо утверждение проектов планировок, включение в генеральный план. Проект планировки – это процедура, она обязательно проходит через публичное слушание. То есть уже на данном этапе собственники могут высказывать свои предложения и замечания к конкретному местоположению предполагаемого какого-то объекта. Вот, да. В принципе, основные дороги в городе закладывает генеральный план. Генеральный план, он тоже проходит процедуру в Казани общественных обсуждений. Дальше уже разрабатывается проект планировки территории, это уже более детальный. Он также проходит общественные обсуждения. Но если говорить по городу Казани, то у нас построить дорогу, скажем так, не затрагивая чьи-либо интересы, уже практически невозможно. Поэтому мы понимаем, и вот то, что у нас строится БКК, то есть у нас пошло изъятие, сейчас в Серебряный Бор строится дорога, затронет СНТ. То есть, но по-другому у нас свободных территорий в городе, как Казани, уже для строительства дорог нет. Движение постоянно идет, и здесь законодатель предусмотрел, нельзя просто так взять и забрать земельный участок. Предусмотрена форма изъятия, например, через обмен, когда взамен дается другой земельный участок. Это регламентируется с 1 марта 2015 года Земельным кодексом. Либо речь идет о возмещении путем предоставления другого земельного участка, либо путем выплаты соответствующей компенсации. Компенсация устанавливается на основе рыночной оценки. Рыночная стоимость, да, мы это слышали. Да, я тоже хотела добавить, что мы вот просто так тоже не можем взять и... То есть, если нам надо построить школу, мы должны обосновать, что здесь школа нужна по всем градостроительным, утвердить проект планировки, проект межеваний, и только потом мы уже можем пойти там, на обмен земельных участков под строительство какого-то социального объекта. То есть это должны быть обоснованные нужды там, государственного уровня, там, республиканского, муниципального уровня для каких-то общегосударственных и социальных объектов. Хорошо, спасибо. И сейчас, я думаю, не менее важный вопрос. Вот купили мы участок, с чего же начать? Конечно же, с коммуникации. Это проблема еще одна и очень большая. Давайте сейчас мы узнаем, как это сделать правильно и получить услугу в правовом поле. У нас сетевая компания с нами на связи. Вот давайте посмотрим, как это сделать. Соответственно, как мы только выдали договор, и заявитель его подписал, мы должны выполнить ряд технических мероприятий для подключения заявителя. Соответственно, раз это договор, это обоюдные, две стороны в договоре. Заявитель выполняет свою сторону договора, сетевая компания свою. Существует так понятие граница раздела эксплуатационной и балансовой принадлежности. Соответственно, свою часть делает сетевая компания, а свою другую часть делает заявитель. Граница по правилам технологического присоединения устанавливается не более чем 25 метров от участка заявителя. Стоимость подключения для индивидуального потребителя, скажем, в данном случае индивидуальная жилищная застройка, составляет 550 рублей. Вот, недорого, но есть ряд условий, когда мы берем так называемую такую льготную плату. Это должна быть заявка на мощность не больше, чем 15 киловатт по третьей категории надежности. Соответственно, тоже действуют такие правила, скажем, расстояния. Если в городе это не больше 300 метров, расстояние от основной сети, в сельской местности не больше 500 метров. Действуют также такие, скажем, исключения или из правил, что данная заявка должна осуществляться одним заявителем только один раз в 3 года. Тогда она будет являться льготной. Отличный комментарий. Вот еще раз напомним, и «Газпром Трансгаз» напоминает, что при покупке участка рекомендует для начала уточнить информацию, соблюдаются ли на нем охранные зоны или зоны минимально допустимых расстояний до газопровода, ведь это небезопасно. Сведения об охранных зонах газопроводов отображаются на публичной кадастровой карте сайта Росреестра. Для уточнения информации по соблюдению минимально допустимых расстояний от газопроводов можно обратиться в «Газпром Трансгаз Казань». Далее по запросу заявителя «Газпром Трансгаз Казань» предоставляет технические условия на подключение
объектов к сети газораспределения. Эта услуга бесплатная. Далее специализированные организации, имеющие соответствующие разрешения, выполняют проектные и строительно-монтажные работы. И здесь цена варьируется уже от 50 до 200 тысяч рублей, в зависимости от расстояния от точки подключения до объекта заявителя. Но, и это важно, что проектную и строительно-монтажную организацию заявитель может выбрать сам. «Газпром Трансгаз Казань» осуществляет согласование проекта, строительный контроль выполнения работ, приемку газопровода и газоиспользующего оборудования, осуществляет врезку и пуск газа. И уже эти работы оплачиваются по установленным ценам. Итак, Ильшат Сакапович, все-таки вопросы до вас дошли. Поселки растут как грибы после дождя. В районах особенно идет активными темпами застройка индивидуального жилья, семимильными шагами, можно сказать. В лидерах по прошлому году Пестричинский район, 822 построенных индивидуальных дома. Высокогорский 757, Тукаевский 700, Казань, Середнячках 400. В общем, пестрецы обгоняют. Вопрос, Ильшат Сакапович, не становятся ли муниципалитеты в этой ситуации заложниками таких темпов? Кто должен обеспечивать их коммуникациями, дорогам, светом, газом? Где местные власти могут черпать в такой ситуации, при таком вводе жилья ресурсы? Добрый вечер. Конечно, эта ситуация она складывается на именно Казанской и Набережно-Челнинской агломерациях. Мы подчеркиваем, что на сегодня такая проблема существует. Заложниками называть муниципалитеты я бы не стал. Они на сегодня получают налогооблагаемую базу недвижимости, но тем не менее вопросы сетей, коммунальная инфраструктура остаются очень-очень острыми. Но ярким примером, вот вы назвали район Пестричинский, конечно, там такой колоссальный, получается, рост строительства жилья. Только в прошлом году они сдали почти 200 тысяч квадратных жилья, из них основная масса индивидуалка. Как сетевой вопрос решается? Конечно, органы местного управления это в одиночку решать не могут. Но есть государственные программы, есть надбавки тарифам сетевых компаний, о которых было говорено недавно. Мы, как республика, этот вопрос контролируем и курируем. Недавно состоялось совещание у первого вице-премьера Сакановича Нигматуллина по данному вопросу. Тут надо понимать миграцию населения. Вот, допустим, на сегодня тот же район Пестричинский, с утра колонна машин с детьми, родителями едут, кто на работу, кто в школу, кто в садик, и обратно приезжают вечером также организованно к себе или в коттедж, или в малоэтажный дом. Это с чем связано? Потому что там не хватает острых садиков, школ. Это только один из элементов. Я уж про сети, подводящие, пока не отражаю. Да. Это почему я говорю? Потому что получается дисбаланс огромный в этих сферах. Решать эти вопросы может только совместно федеральным центром, республиканским центром и органами самоуправления. Бюджетных средств только лишь одного из частей госуправления недостаточно. И при этом на сегодня предпринимается колоссальная уже подвижка в этом вопросе. Мы очень надеемся, что в этом ключе новое правительство Российской Федерации примет необходимые решения, которые мы очень ждем. Конечно, мы будем участвовать во всех программах, на условиях софинансирования республика, федеральный центр, чтобы эти вопросы решать. При этом и садики, и школы строятся у нас. Мы строим довольно-таки большие объемы в масштабах Российской Федерации. Тоже. Только в прошлом году мы построили 28 садиков, 8 школ. Такими успехами мало кто может хвастаться, кроме, допустим, Московской области, Москва, Питер, Ленинградская область. Но, тем не менее, поскольку идет рост, люди должны быть гарантированы этими благами. Ведь понятно, что, как и наш президент Татарстана Александр Милиханов говорит, должны быть и объекты социалки, должны быть и, кроме того, рабочие места в этих местах. Ведь неправильно, когда Казань задыхается от этих пробок. Со всех сторон уже в городе Казани мы имеем проблемы. Поэтому их можно расшивать, только уменьшая миграцию населения, маятниковую миграцию. Поэтому в этом ключе, как я сказал, будем работать и дальше. Все эти районы, точку роста мы прекрасно знаем. Тем не менее, вот эти ключевые показатели нас проекта «Жилье городская среда» обязывают нас выполнять колоссальный объем строительства жилья ежегодно, выходом 3,4 миллиона в 2024 году. Это только возможно решить, в том числе через жилищное строительство малоэтажка и индивидуалка. Но дом индивидуалка, как вы знаете, он комфортный для проживания, там соседи тебя не мучают ни по бокам, ни сверху, ни снизу, но он обязывает самого собственника заботиться персонально за свою собственность и
В этом ключе есть плюс для муниципалитетов, меньше проблем с ЖКХ. То есть это тоже хочу отметить особо. Да. Если человек живет в своем доме, он же сам отвечает за жилищно-коммунальные услуги, в том числе содержание самого своего дома. Да. Это очень важный сегмент, кто в своих домах живут, прежде всего, очень люди трудолюбивые, которые этого не боятся. Но при этом обратно их уже не загонишь в квартиры городские, многоэтажные. Это что тоже замечено, статистика показывает. И вместе с тем, вот этот миллион с лишним рубеж, он в этом году, конечно, планируется, как вы сказали, не 3 миллиона. Это плановый показатель, но оно, вероятно, будет больше, потому что 275 тысяч квадратных жилья, это почти 3 миллиона. Конечно, там сектор и доля индивидуалки вырастет разы. Но хочу отметить также, что одно дело, когда строятся точечно индивидуальные дома, где есть точка подключения к сетям. Другое дело, когда строится комплексно, в чистом поле. Там уже надо быть очень осторожным покупателям. Кроме земли, кроме нюансов, которые были говорены моими коллегами, все-таки надо понимать, что только построив дом, а если там не будет ни газа, ни воды, ни электричества, ни канализования, там жить будет невозможно. Это просто какой-то, будем говорить, хорошо сложенные строительные материалы. Жить в них невозможно. Поэтому застройщик, который ведет комплекс строительства поселков, он должен разложить проект строительства перед потенциальными покупателями, когда он планирует строить водоканализационные сети, какие коридоры сетей он оставил, какие места оставил для садика, для школы, которые должны уже вернуться обратно в муниципальную собственность, потому что есть варианты, когда застройщик строит какие-то садики сам, а какие-то все равно придется основная масса по госпрограммам. Вот эти моменты, они, в принципе, должны быть. Министерство строительства ЖКХ в этом ключе полностью информацию раскладывает по госпрограммам, которые реализуются ежегодно. Тоже можно посмотреть, где планируется строительство школ, садиков. Это тоже, в принципе, является ключом комфортного проживания именно нашего населения. Поэтому я бы хотел, чтобы эти моменты были учтены. Вот вы говорили, какого-то ключевого решения нового правительства ждете по поводу финансирования. Что это? Ну, во-первых, мы ожидаем, что будет увеличен объем финансирования по развитию федеральной программы «Стимул», которую он в рамках ФСП жилища, и у него есть название «Стимул». Более того, мы ждем также решения правительства, это проходит по линии Минсельхоза для развития сельских территорий. Там очень льготное ипотечное кредитование от 1 до 3%. И буквально в феврале должен быть дан старт данному направлению. Я думаю, что это будет для населения очень привлекательно. Почему? Потому что можно его брать и на достройку ранее начатых объектов, можно с нуля построить, можно и купить кем-то построенный индивидуальный дом. Это вот на эти цели дается, потому что население имеет такие возможности, он сможет, во-первых, улучшить свои жилищные условия на селе, в сельских районах, и при том в этом ключе агрохолдинг, которые заинтересованы рабочей силой, могут специалисты привлекать точно так же, они тоже могут участвовать в поддержке специалистов, то есть могут софинансировать какие-то меры поддержки, чтобы человек быстрее вернул ипотечный кредит, который взял под низкие проценты. То есть, когда эта коммуникация идет с обеих сторон, получается очень интересный коммуникативный эффект. Поэтому мы тоже этого ждем. Потом, как ни для кого не секрет, послание президента Российской Федерации было озвучено, мера поддержки для молодых семей. Это касается, в принципе, людей, которые живут и которые строят свои дома, и в квартирах живут. Ведь серьезные средства, тем более то, что и первому ребенку материнский капитал будут уже предоставлять с 1 января, это же действительно можно направить на жилищные условия. И более того, когда раздается третий ребенок, 45 тысяч, который можно направить на погашение ипотечного кредита, тоже очень маловажно. Роль, там конечно. почти 1 миллион с лишним появляется уже средства у молодой семьи, а в основном у нас кто покупает жилье и кто строит? Именно молодые люди, которые до 40-45 лет. Это вот наши точка роста и локомотив экономики, и это люди, которые будут двигать Россию вперед. Хорошее у нас новое правительство. Дальше, Сахап? Да. Так, мне сейчас сообщают, что у нас есть звонок в студию. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Я звоню из поселка Торфяной. Наш поселок находится вот между станциями компрессорный завод и станцией Дербышки. Весь наш поселок находится за железной дорогой. У нас и газ, и вода, все есть, вид прекрасный. Но куда бы мы ни пошли, и в школу, на работу, везде, мы должны через 4 железные дороги пройти. А места удобного для перехода через железную дорогу нет. Когда-нибудь это решится или нет? Потому что мы уже и к депутатам ходили, и телевидение вызывали. Нам не отказывают, и ответа нет никакого. Вот говорят, сегодня опять кого-то там задавило на железной дороге.
Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Есть что ответить, кому ответить? Ну, вообще, да, вопрос немножко там, но здесь, наверное, ситуация, что поселок оказался в целом оторван от жизни, да, вот о чем мы говорим, если 4 железнодорожных переезда, да, нам сказали, то есть фактически поселок оказался за обочиной. По сути, требуется надежный пешеходный переход на железной дороге, только всего это менторанцам можно адресовать, рабочим порядком могут ответить. Да, может быть, в каких-то программах это заложено. Тоже каким образом пока можно? Да. В какие программы можно попасть, чтобы это сделать, да? Через Минтранс Татарстана. Хорошо, еще мы один момент сейчас давайте обсудим. Артур Ирикович, вот если участок находится в рамках так называемого коттеджного поселка, общая территория, которая принадлежит одному крупному собственнику, кто ответственен за коммуникацию, вот частник или застройщик? Вообще вот коттеджный поселок правовой, это понятие географическое. Мне кажется, Ильшат Сахабович и Артур Ирикович могут ответить на эти вопросы. Ну, сейчас Сахабович начал уже говорить, да, несколько про комплексное такое освоение территории определенных, да, когда застройщик... Ну, кто ответственен в конечном итоге? Застройщик? А застройщики... Крупный владелец? Есть несколько вариантов продаж, да, застройщикам земельных участков. Он либо прокладывает и продает, тем самым увеличивая цену своего конкретного земельного участка, который сформирован под индивидуальное жилищное строительство. Либо он продает без сетей, но при этом надо понимать, что цена участка здесь будет уже соответствующая. Мы говорим о комплексном подходе, когда одновременно при включении в границы какого-либо массива земельного участка необходимо придерживаться следующего порядка. Это одновременно утверждение генерального плана, одновременно утверждение правил землепользования застройки, одновременно разработка сразу проекта планировки и проекта межевания территории на данный массив, что позволит соблюсти все необходимые градостроительные нормативы, сохранить места для инженерных коммуникаций, для всех тоннелей, те же самые садики, школы и прочее запроектировать. Соответственно, здесь есть несколько... может завысить стоимость, по сути, вымогать деньги на благоустройство? Ну, здесь речь, наверное, идет уже о создании потом управляющей компании, которая будет заниматься единой инфраструктурой на территории этого коттеджного поселка. То есть все-таки вопрос все равно к собственнику, да, я правильно понимаю? Сбор денег, он не может быть, если это не предусмотрено договором между кто продает земли и кто покупает. Там же... Если кроме договора что-то там сверху собирается, это уже, я считаю, неправильно. То есть должны все условия быть оговорены обеими сторонами. Кто что за что платит. Сейчас, ну, договор купли-продажи в том виде, да, в котором он заключается, он же, по большому счету, не может предусматривать обязательств, да, каких-то по созданию инфраструктуры. Ну, он сегодня продал. Вы правильно сказали, управляющая компания, когда появляется, там уже эти вопросы может регулироваться дополнительно. Нет, но там же может уже и застройщик, ну, не вымогать, но предлагать, да, подобные ситуации. Ну, как на начальном этапе застройщика обязать нести ответственность за необходимые коммуникации, сети, проводные пути и так далее? Ну, когда строится комплексное освоение, там застройщик, он привлекает как свои оборотные средства, так и кредитные ресурсы, так и деньги населения, с которым он заключил договор. Поэтому оно смешанное финансирование дает какой-то свой эффект. Но, тем не менее, дополнительные сборы, как было сказано, они могут быть в правовом ключе, если это в рамках закона, в рамках создания управляющей компании этой территории застройки. И конкретно это все затраты, они прозрачные, они видны, куда они затрачиваются. То есть только на таких условиях можно застройщику вести диалог с своими потенциальными клиентами. Хорошо, спасибо. У нас осталось немного времени до окончания программы. Артур Ирикович, еще один момент, еще один вопрос. Много людей, которые просто не знают, да, что делать, как правильно покупать. Некоторые совершают самозахват территорий. Как вы думаете, вообще реально ли эту сферу привести, ну, в соответствии с требованиями? Ну, идеальная схема, может быть? К вопросу самозахватов, неправильно установленных заборов, я так понимаю, да, мы про это говорим. Ну, законодатель тоже предусмотрел несколько механизмов приведения в соответствие границ земельных участков со сведениями фактического расположения, со сведениями единого госреестра. Самое распространенное – это когда участок декларированный, у него границы не установлены, и здесь можно через вызов кадастрового инженера уточнить границы, согласовать со всеми соседями, подписать и при наличии согласия уточнить свой земельный участок, установив ему конкретные границы.
Следующий механизм – это перераспределение. Тоже появилось с 1 марта 2015 года. Допускается присоединение фактически, да, к земельному участку, находящемуся в частной собственности для индивидуального жилищного строительства, ЛПХ, садоводства, территории, которая необходима для приведения в соответствие с фактическими границами, или территории, которая дополнительно нужна собственнику для использования. Артур Игоревич, извините, что перебиваю. Программа практически подходит к концу. Нам еще нужно подвести определенные итоги. Сейчас я хочу подвести итоги нашего интерактивного голосования. Мы спросили у наших зрителей «Жизнь в собственном доме. Что это?». И вот как распределились ответы. Въехал в дом забот, не знаю. Так ответили только 4% позвонивших. 30% решают проблемы сами, 65% не справляются, ищут или уже используют связи для решения вопросов. Уважаемые эксперты, буквально тезисно, коротко, давайте подведем итоги. Ваши рекомендации тезисно потенциальным покупателям земельных участков. 1, 2, 3, вот буквально, или главный совет. Я призываю не верить обещаниям, которые нам дают продавцы, а верить только документам. Призываем пользоваться всеми возможностями, про которые мы сегодня проговорили. Они есть и бесплатные, и платные. И желаем всем хорошей покупки. Ирина Витальевна? Я предлагаю приходить в управление архитектуры. Мы поможем и покажем, и наверное, сможем их от каких-то шагов охранить. Да, Айрат Эльдарович? Я считаю, что реализация прав в этом вопросе с нарушениями, это, как правило, ведет к коррупционные риски. Они могут обернуться вплоть до уголовного преследования. Да. Поэтому любое нарушение закона чревато последствиями. Поэтому все надо делать правильно. Ильшат Сахапович, буквально коротко. Обращаться, прежде всего, в орган местного управления. Второе, проверить статус сделки совместно с юристами. И, конечно, использовать все каналы мессенджеров, которые дают историю конкретного застройщика, конкретного землевладельца. Хорошо, большое спасибо нашим гостям. Я напоминаю, что это была программа «Татарстан без коррупции». Мы обсуждали подводные камни. Ну и надеюсь, что вы теперь знаете, как правильно строить индивидуальный дом и как избежать всевозможных ловушек. Всего доброго, до свидания.